Решение об изменении ставок таможенных пошлин на вывоз ореха было принято на заседании Кабинета министров Абхазии. Существовавшие ставки 10 рублей за килограмм ореха в скорлупе и 15 рублей за килограмм очищенного ореха были снижены до 5 и 10 рублей соответственно. Правда, эти ставки касались только вывоза ореха в Грузию и Турцию. Что касается вывоза фундука в Россию, то здесь ставка таможенных пошлин составляла рубль и 2 рубля соответственно. Как отметил руководитель аппарата правительства Давид Сангулия, ставки таможенных пошлин должны быть едиными. Когда принималось решение о том, что пошлина будет составлять 10 и 15 рублей, да, и 1 и 2 рубля в Российскую Федерацию, исходили из того, что понимали, какой объем ореха существует в республике, хотели, чтобы этот объем ореха появился на российской абхазской границе и учитывался соответствующим образом. Этого не произошло. Более того, решение о том, что 10 и 15 рублей будет пошлина и 1 и 2 рубля в Российскую Федерацию, не соответствует закону Республики Абхазия о таможенном тарифе, статье 3, которая однозначно гласит, что ставки таможенных пошлин являются едиными. Не бывает таможенной ставки в одну границу по одной сумме, в другую границу по другой. Обсуждалось понижение ставки таможенной пошлины, да? Ее понизили с 15,10 до 10,5 рублей. Были предложения понизить еще более эту ставку, там, сделать, например, 3 рубля, были предложения. Но Министерство финансов спрогнозировало бюджет уже исходя из определенных данных. Мы не можем принимать такие решения, которые приводят к выпадению доходов бюджета. Такое решение предприниматели Абхазии восприняли неоднозначно. По словам Абисалома Кварчи, вновь установленные ставки не имеют экономической обоснованности, и повышение пошлины на вывоз ореха в Россию может плохо отразиться на экспорте данной продукции в Российскую Федерацию. Единственный рынок, где мы можем легально работать, это российский. Вот этим постановлением фактически наше правительство ввело санкции против легальных продавцов ореха фундука. Конкуренция сегодня жесткая. Рубль 50 копеек имеет значение. Если я плачу дополнительно какие-то платежи, я уже становлюсь неконкурентным. И я вынужден оставить орех или по демпинговой цене отдавать грузинам. Это решение переориентировало поток в сторону Грузии. Сейчас в силу объективных и субъективных причин в Абхазии производится 15 тысяч тонн ореха фундука. По словам Абисалома Кварчи, в республике можно вырастить до 25 тысяч тонн ореха. Кроме того, если перерабатывать фундук на месте, то Абхазия может получить немалый доход. Если орех этот 15 тысяч тонн берем, да, за основу, средняя цена была $1,5. Если мы его будем перерабатывать в Абхазии, мы получим, просто продадим как сырье, да, не перерабатывая, мы получим валовый доход $22,5 миллиона. А если мы его переработаем, из 15 тысяч тонн 9 тысяч уйдет в отход, 6 тысяч будет готовый продукт 6 тысяч тонн. 6 тысяч тонн среднюю цену я беру, хотя бывает выше, в зависимости от $6, мы бы имели валовый доход $36 миллионов. В любом случае, пересмотреть ставки таможенных пошлин на вывоз ореха в этом году не представляется возможным. Срок хранения ореха составляет 3 года, и поэтому, как отметил Абисалом Кварчи, он будет ждать более благоприятного момента для вывоза своей продукции. По мнению начальника экспертного управления при администрации президента Аслана Барцыц, к вопросу изменения таможенных пошлин надо подходить продуманно, учитывая условия современного рынка. Любое решение, которое принимается теми или иными структурами, оно должно быть продумано и прочувствован процесс. Когда принималась ставка рубль и 2, она принималась после окончания орехового сезона. И вновь, которая ставка была применена сейчас, она перед началом орехового сезона. Поэтому говорить о том, что она не сработала или сработала, извините, немножко некорректно, на мой взгляд. Мы уравняли ставки. Вообще вопросов нет. Но еще раз, во что обходится бизнесу реально килограмм перевести на российскую сторону и во что обходится гражданам, я условно говорю, не бизнесу, я осознанно это говорю, потому что с Республикой Грузия у нас никаких товарных отношений быть не может. Как подчеркнул Аслан Барцыц, сегодняшний разговор – это рабочий процесс. И главной целью такой встречи является поиск оптимального решения, выгодного как бизнесу, так и государству.